Когда мы говорим о начале алмазной промышленности, конечно, мы вспоминаем имена многих-многих великих людей. Значит, и Георгий Максимилианович Маленков, который был секретарем ЦК ВККБ и отвечал за экономику и промышленность, говоря современным языком, который принял некоторые решения для того, чтобы начались поиск алмазов в нашей стране. И Алексей Николаевич Косыгин, это на самом таком верхнем уровне. И легендарные люди, академик Соболев, Владимир Степанович, который был, будем говорить, стоял у истоков науки об алмазной геологии, который теоретически на кончике пера предсказал о том, что в Восточной Сибири возможны находки алмазов. Это и Михаил Михайлович Одинцов, значит, тоже великий геолог, значит, который непосредственно организовал работы по поиску алмазов на сибирской платформе, на реке Нижнетунгусской, у нас на Вилюе. Это, конечно же, наши легендарные геологи, Лариса Попугаева, значит, Юрий Хабардин, Владимир Николаевич Щукин и Георгий Хаимович Файнштейн. Ну, это просто такое созвездие имен, будем говорить. Это, конечно, и наши великие организаторы производства, такие как легендарные люди. Это и Виктор Владимирович Тихонов, первый генеральный директор нашего объединения «Коталмаз», значит, или Треста и «Коталмаз» еще тогда. И Евгений Никонорович Ботинчук, который создал алмазную энергетику, можно сказать, Вилюйскую ГЭС, линию электропередач и так далее. И их последователи. Значит, то есть целое созвездие, такая россыпь великих имен, каждый из которых, ну, действительно прославил нашу страну. Значит, многие из них были отмечены самыми высшими наградами, герои соцтруда, лауреаты государственных премий, ленинских премий и так далее. Созвездие. Значит, и даже на таком фоне, значит, выделяется Семен Захарович Борисов, который был инициатором, организатором создания алмазной промышленности в Республике Саха-Якутия в Якутии. Я еще раз повторяю, на мой взгляд, он основатель алмазной промышленности нашей страны. Мы с вами сейчас говорим об алмазной промышленности. Но ведь этим-то не исчерпывается как бы его работа по развитию нашей республики. Вот 1951 год. Его избирает первым секретарем Якутского обкома КПСС. До него был, значит, Илья Егорович Винокуров, который тоже, в принципе, много сделал для нашей республики. Вот они, значит, Семен Захарович вместе с руководителями республики другими пишут, значит, целый пакет, блок таких писем в Совет Министров СССР по целому ряду вопросов стратегического развития Республики Саха-Якутия. Каждому письму предлагается проект постановления Совмина СССР. В нем изложены основные направления развития республики на много-много лет вперед. Это и геология, это развитие газовой промышленности, это развитие Южной Якутии, это решение транспортных проблем, это здравоохранение, это образование. То есть, как бы, грубо говоря, если взять вместе все это, то это целый долговременный план развития республики на десятилетия вперед. Во-первых, видите, какая глубина проработки вопросов, значит, постановка. Но самое главное, что это были не просто так написаны письма и вот полученные ответы. Это была потом постоянно, каждодневная работа вот на всем протяжении деятельности Семена Захаровича. Он работал, слава богу, до 1966 года. 1965 года первым секретарем, а потом стал советником председателя Совета министров РСФСР по вопросам Крайнего Севера и так далее. Значит, вот на протяжении всего этого периода времени он четко, значит, работал вот по этим направлениям, несмотря ни на что, идя вперед. И именно тогда была создана, значит, основа экономики и вот социальной сферы республики, которая является базой, на которой в дальнейшем развивалась республика. Она до сих пор фундаментальная платформа нашей жизни. Конечно, надо сказать, что он это все, будем говорить, тоже не сам изобрел. До этого были работы Максима Кировича Амосова, Академии наук, которая у нас, экспедиция, которая работала в 20-е годы, проработки и так далее, и так далее. Но вот это все он аккумулировал, значит, поставил задачи и цели, значит, и обратился в правительство СССР.
и перед органами государственной власти, значит, республики такие задачи ставил. И шаг за шагом, значит, двигался к их выполнению. Неудачи, не получается, ничего. Значит, завтра опять мы ставим вопрос, может быть, в чем-то изменяя его и так далее, и так далее. И благодаря этому ему удалось создать ту основу, на которой и сегодня базируется республика. Чтобы не быть голословным, давайте вот по полочкам разберем. Геология. Он поставил вопрос, значит, о том, что Республика Саха-Якутия, несмотря на то, что на территории работает очень много разных экспедиций, партий, значит, отрядов, значит, разных министерств, ведомств и так далее, на самом деле остается, значит, очень неизученным, значит, белым пятном на геологической карте России. И самое главное, нет никаких предпосылок для того, чтобы действительно шло комплексное исследование территории республики с точки зрения полезных ископаемых. Потому что каждая из этих мелких, значит, экспедиций, значит, или геологических структур, она действует в интересах своего ведомства, не замечая, что происходит вокруг. И он поставил вопрос о создании, значит, объединенного Якутского территориального геологического управления. Он поставил его в 1951 году. И шаг за шагом к нему шел. По пути, значит, решая, значит, такие практические вопросы. Вот была создана Макинская экспедиция, переведена из Иркутска. Вот по его настоянию в Чурмане была создана Южно-Якутская комплексная экспедиция. Значит, вот работа расширяется. И в конечном итоге ему удалось добиться, что в том же 1957 году было принято решение о создании Якутского территориального управления геологии, Якутсгеология, которое сразу стало одним из самых крупных в СССР. По объему геологоразведочных работ, которые мы выполняли на территории Якутии, мы занимали 3-е место в СССР. После кого? Украина, но Украина же союзная республика. После кого? Казахстана, но Казахстан же союзная республика, а мы автономная. 3-е место. Вот это решение оказалось настолько правильным, и успехи Якутсгеологии настолько значимы, что спустя недолгое время, 9 лет всего прошло, в 1966 году, Якутсгеология была награждена орденом Ленина. Это организаторская работа Семена Захаровича. Или газовую промышленность. Ну, мы привыкли, вот Якутия, значит, а теперь она вообще, значит, славится газом на, можно сказать, мировом масштабе. Но начало-то ее было положено, значит, именно в годы Семена Захаровича. Конечно, геологоразведочные работы там велись чуть ли не в 20-е годы. Значит, особенно интенсивно работа начали в 40-е годы. Но нефтегазгеология, это структурное подразделение Министерства геологии России, Советского Союза тогда, оно, значит, вело работу ни шатка, ни валка, намеревалось свернуть работы, ну, как неперспективно. Дескать, вот мы уже несколько лет ищем, ничего найти не можем. Семен Захарович критиковал их, значит, на очередном пленуме ЦК, говорил, посмотрите, до чего дело-то доходит. Дело доходит до того, что вот это подразделение Министерства геологии прямо расхолаживает своих работников, понизило статус, было управление якутское, стало там контора бурения и так далее, и так далее. Вот эта критика была не только критика, но и действие. Кстати, большую роль здесь сыграл Николай Васильевич Черский, который в то время возглавлял вот это управление, потом контору эту. Значит, они практически самовольно передвинули в пределы ассигнований, которые были выделены, значит, свои силы на устье Вилюя. И в 1956 году, когда вот-вот на грани все это закрытие было, они, значит, нашли газ. Значит, и, значит, забил первый газовый фонтан. И с этого, можно сказать, и начался отчет нашей газовой промышленности. Нашли газ. Тут же Якутская обком партии Семен Захарович Борисов ставит вопрос, значит, о том, что необходимо создать газовую промышленность в Якутии, и не только газовую, а газопереработку и вплоть до химической промышленности. Потому что наша отдаленность и так далее, значит, она приводит к тому, что очень дорого завоз, и мы должны сами обеспечить себя, значит, топливно-энергетическими ресурсами. В этом путь к развитию республики. Ну, не сразу, но решен вопрос. Или возьмем энергетику. Это при Борисове были построены Чульманская ТЭЦ, была построена Якутская, значит, ТЭЦ и ГРЭС, была построена Вилюйская ГЭС. То есть началась большая энергетика развития. И это удивительно, но именно тогда, значит, бытность, значит, Борисова первым секретарем, еще в 60-е годы был поставлен вопрос о строительстве Дычанской ГЭС. Вот если бы она сейчас была, значит, в районе Верхоянска, Батагая, значит, то на самом деле, значит, сегодня у нас бы проблем не было, значит, ни на Кючусе, ни на,
депутатском и так далее, и так далее. И вот сейчас там атомную электростанцию собираются строить и все остальное прочее. Вот тогда была обоснована необходимость строить Дачанская ГЭС. И несколько позже уже, конечно, когда Юрий Николаевич Прокопьев был первым секретарем Якутского обкома, она начала строиться, но потом вот в связи с перестройкой и так далее все это было свернуто. Видите, как дальновидно все это. Или возьмем, например, значит, авиацию. По настойчивому, будем говорить, требованию Якутского обкома было создано Якутское территориальное управление гражданской авиации. И тогда, значит, количество самолетов у нас как бы в результате большой такой работы, в том числе и обкома, и Семена Захаровича лично, количество летательных аппаратов в Якутском управлении гражданской авиации в одном только Нюрбинском объединенном отряде было больше, чем сейчас по всей Якутии. Чем больше, чем в авиакомпании Якутия, Полярная авиалиния и компания «Алроса» вместе взятых. Вот каких было масштабов авиации. Начали строительство автомобильных дорог. Ну, к началу 50-х годов всего 8 районов республики имели хоть какие-то дороги там, значит, которые зачастую никуда не приводили, местного масштаба были. При нем началось интенсивное дорожное строительство. Например, автодорога, значит, Якутск-Намцы, Якутск-Бергистях-Вилюйск, Якутск-Покровск-Булгунехтах, значит, направление на Хандыгу, значит, ну и, соответственно, главная наша магистраль, Амуро-Якутская автомобильная дорога, значит, так, железная дорога. Еще, когда первым секретарем был Илья Егорович Винокуров в 46-м примерно году, значит, был поставлен вопрос перед Иосифом Сталиным о начале строительства Амуро-Якутской железной дороги, и они были на приеме у Сталина вдвоем. Значит, Илья Егорович, и он был первым секретарем, а Семен Захарович был тогда председателем правительства, ну, Совнаркома Якутии. Тогда Иосиф Виссарионович сказал, значит, это требует очень больших денег, вы сами понимаете, сколько городов и сел у нас уничтожено в годы войны, это надо восстанавливать народного хозяйства. Эта задача, вопрос ставится правильным, но это сейчас не время. Это примерно через 30-35 лет мы приступим к реализации этого проекта. Ну и, пожалуйста, через 35 лет почти ровно начало строительство Аяма. Значит, тогда был поставлен по-другому вопрос. Как решать транспортные проблемы? Надо строить железную дорогу. Они настаивали, значит, Якутский обком, а потом Семен Захарович Борисов работал, когда стал первым секретарем, в этом направлении, не покладая рук. Чтобы была дорога железная из Тайшета до Заярска, это такой населенный пункт на реке Лена, а дальше автомобильная дорога до Сетрова. Принято было решение. И больше того, железная дорога вообще до Сетрова дошла. Значит, так. Строительство, значит, автомобильной дороги, значит, вот Аям, плюс коренная реконструкция Ленского пароходства и создание объединенного пароходства, куда объединили все силы. Ведь раньше ведомством все было, ни дебаркадеров, ни причалов, каждый сам себе на берегу что-то выгружал, пассажиров практически не возили, или возили на грузовых судах и так далее. Вот создано было при Семене Захаровиче объединенное речное пароходство, ЛОРП, который мы сейчас знаем, который является флагманом на всем северо-востоке страны. Это по его настоянию, это по его инициативе, по его расчетам сделано. Ну вот экономика. Я еще хотел в экономике остановиться на Южной Якутии. Мы с вами привыкли, что этот проект, чуть ли не мы его изобрели. Да ничего подобного. Этот проект еще рассматривался во времена Максима Кировича Амосова, а Семен Захарович Борисов вот этих своих знаменитых письмах и проектах постановления уже ставил вопрос создания нового металлургического комплекса в Южной Якутии. Значит, вот откуда корни-то идут. Но, заметьте, это все индустрия, все промышленность и так далее. Для чего все это делалось? Он неоднократно говорил. Если мы хотим вырваться из отдаленности, из заброшенности, из беспросветной нищеты, в которой находимся, нам нужно развить экономику, чтобы решить наши социальные вопросы. Но представьте себе, к началу 50-х годов 25% населения Якутии болели туберкулезом, 30% трахомой. Смертность была, значит, очень страшная, большая. Значит, в системе образования только четверть была в типовых каких-то зданиях деревянных, которые были построены для школ. Остальное все ветхое, разрушенное, приспособленное. Штаты врачей были укомплектованы только наполовину. Вот этот груз вопросов надо было решать. И вот он же, значит, опираясь на экономическое развитие, и решал их интенсивно.
Значит, в его бытность построена школа почти на 30 тысяч мест ученических. Количество мест в детских садах увеличилось примерно в 6 раз. Значит, была создана современная система здравоохранения. Значит, и самая большая его заслуга в том, что именно по его настоянию был создан Якутский педагогический институт, преобразован в университет. И люди, которые принимали в этом участие, значит, принимали участие многие наши выдающиеся значит, деятели Якутии, они все дают ему пальму первенства. Он главный локомотив создания университета. Он настоял, потому что Москва была против, что там говорит. Дополнительные затраты, отдаленность, как там отсутствие полных кадров преподавателей и так далее. Но он был создан, университет. Это Семен Захарович Борисов, как говорится, пробил его, как сейчас говорят, на центральном общесоюзном уровне. Вот мы с вами привыкли, значит, что у нас регулярно проводятся спартакиады народов Якутии, спартакиады по национальным видам спорта. Ну, сейчас к этому добавили еще игры Дети Азии, есть 4-летний календарь. Значит, один год такая спартакиада, в другой другая, в третий год Дети игры Азии, в четвертый мы готовимся к новому циклу, и так вот идет. Но ведь первые спартакиады, да, при нем были проведены. При нем. В 1956 году было принято постановление по проведению спартакиады эти. При нем впервые Якутск принял чемпионат РСФСР. То есть наш спорт поднялся на такой уровень общероссийский. Первые появились мастера спорта СССР, первые мастера спорта международного класса. Значит, сам он за развитием спорта следил, болел. И вот наш знаменитый борец Максим Сибиряков, он даже пишет, что надо было участвовать в спартакиаде, а я был не в форме, отказался. Лично первый секретарь прислал мне телеграмму. Значит, уважаемый Сибиряков, товарищ Сибиряков, прошу вас принять участие за сборную Якутии, потому что у нас в этой весовой категории некого выставить. Но это говорит о том, что он, как он следил за этим всем. Культура. Да, конечно, в традиции всех народов республики и народа Саха, значит, это высокий уровень такой культуры, и наш эпос, и, значит, склонность к высокий уровень театра там, и тогда все это было. Но впервые прозвучало это на таком общесоюзном уровне. Конечно, во времена Семена Захаровича Борисова в 1957 году, когда празднуют 325-летие вхождения Якутии в состав России, на наших оперных представлениях и на концертах присутствовало все политбюро ЦК КПСС. Восторженные отзывы в прессе. Значит, после этого всяческая помощь для того, чтобы развить нашу самобытную культуру, и помощь музыкальному училищу, и создание материальной базы для театров тогда была заложена. То есть деятельность вообще абсолютно многогранная. Ну вот мы говорим, экономическое развитие, социальное развитие, значит, так. Но есть еще один большой пласт работы, который иногда остается вообще за кадром. Это государственное строительство. Ну да, конечно, мы чтим основателя нашей республики, Максима Кировича Амосова, его соратников, которые создали республику, значит, которые совершенствовали ее внутреннее государственное устройство. Значит, вплоть до наших времен, до Михаила Ефимовича Николаева, шла непрерывная работа по как бы укреплению государственности нашей республики. Но ведь это не только, эта работа состоит не только из созидательной части, но зачастую она состоит из того, что надо защитить то, что есть. Вот это выпало на долю Семена Захаровича. Ну, в конце 40-х годов Дальстрой, всесильный Дальстрой, который находился в Магадане, и которому тогда фактически подчинялись 14 районов Якутии, значит, так, в которых ну, фактически не действовали органы власти и так далее, работала администрация Дальстроя. Значит, ну, это северо-восточные регионы, где были расположены. У нас на территории республики было больше 100 лагерей с заключенными. И вся эта вот 14 районов находились полностью под контролем Дальстроя. Номинально численность Якутии, на самом деле, ну мало того этого, в конце 40-х годов поставил вопрос генерал Никишев, руководитель Дальстроя, о том, что всю Якутию ему подчинять. Это фактически демонтаж Якутской ССР. Представьте себе, как был поставлен вопрос. Значит, и было поручено Лаврентию Павловичу Берии рассмотреть этот вопрос. Как
члену Политбюро и так далее. И вот, значит, Семен Захарович встречался с Берией. Это был разговор очень тяжелый. И он мог неизвестно чем закончиться. Он шел на повышенных тонах. Значит, Берия кричал. Значит, на что Семен Захарович ответил то же самое. Прямой такой грубостью, понимаешь, так. Берия опешил и говорит: значит, вы почему со мной так разговариваете? Он говорит: я разговариваю ровным счетом, как вы со мной. Ну какой ваш тезис? Он говорит: у меня тезис один. Значит, мы, если собираемся развивать Якутию, ведь ради этого вы хотите нас передать к Дальстрою, то, значит, надо опираться на наш местный рабочий класс, надо создавать рабочий класс, значит, национальный. А как же вы создадите? Вы что, из заключенных будете создавать рабочий класс? Ну, в общем, разговор закончился очень тяжелый. Представьте себе те времена. Можно было и угодить куда-нибудь. Но в конце концов дошло это до Сталина, и Сталин сказал прекратить это все дело. Значит, и больше того, эти 14 регионов вернулись, значит, в начале 50-х годов под контроль, значит, республики, 14 районов. То есть, будем говорить, вот в этом. Или был такой эпизод, когда Магаданская область поставила вопрос отобрать у Якутии Нижнеколымский, Улус, ну, район тогда был. И там пришлось повозиться, значит, заниматься этими проблемами. А с другой стороны, значит, помните, вы разные были периоды времени. Ну, вот одно время начали создаваться совнархозы. Сначала Якутию хотели подчинить Восточно-Сибирскому совнархозу центром в Иркутске. Но, значит, руководство республики наставило, чтобы совнархоз был в Якутии, он был создан, якутский совнархоз. Он подчинялся Москве. Но, значит, руководство республики под руководством Семена Захаровича, значит, разработало план и сумели убедить руководство Москвы о том, что этот совнархоз должен быть двойного подчинения, и руководитель совнархоза должен по должности быть первым заместителем председателя Совмина Якутской ССР. Слили. И таким образом республика получила дополнительные полномочия. А вот когда пришло время другой реорганизации, когда уже после отставки Никиты Сергеевича Хрущева совнархозы ликвидировались, а началось опять возвращение министерской системы управления, то тогда в стране были созданы так называемые экономические районы, вот Дальневосточный, там Восточно-Сибирский, где находились структуры госплана, которые осуществляли межведомственную координацию с точки зрения планирования и так далее, вот этих всех министерских структур. Вот Семен Захарович Борисов поставил вопрос и добивался, чтобы Якутия была выделена в отдельный экономический район, и здесь как бы планирование шло отдельно, а не тонуло в общедальневосточных проблемах, учитывая специфику нашей республики и ее масштабы. Это все из области государственного строительства. Видимо, она видит, какая сфера деятельности такая у него была и заслуги. Поэтому я думаю, что если оценивать его роль, то это один из безусловно выдающихся людей нашей республики, и мы должны называть его имена наряду с именами и Максима Кировича Амосова, и Гаврила Васильевича Черяева, и Юрия Николаевича Прокопьева, и Михаила Ефимовича Николаева, как самых выдающихся людей нашей республики. Он достойно этого заслужил.